Beyk serdarım, kudreti üçlü beyk Allah'ın Türkmen toprağındaki vekilidir. Bak beyk serdarım Cemşid'in camıdır. Bak beyk serdarım adaletin kanatıdır. 25 ноября 2012 года исполнилось 10 лет с того дня, когда события в Ашхабаде разделили политическую и общественную историю независимого Туркменистана на до, когда в стране хоть и под присмотром всевидящего ока спецслужб, но все же работали негосударственные общественные организации и независимые активисты. У людей была надежда что-то изменить. И после. Утром того дня состоялось, как считает официальный Ашхабад, покушение на президента страны Сапармурата Ниязова. По официальным данным, по дороге в Ашхабад из своей загородной резиденции Арчебиль дорогу президентскому кортежу перегородил КАМАЗ, из которого был обстрелян бронированный автомобиль Ниязова. Сам президент по прибытии на рабочее место заявил, что покушение даже не заметил, однако уже через несколько минут заочно обвинил в теракте лидеров туркменской оппозиции, бывшего министра иностранных дел Бориса Шахмурадова, главу Центробанка Худайберды Аразова, посла в Турции Нурмухамеда Ханамова и заместителя министра сельского хозяйства Сапара Иклымова. Впоследствии все они получили максимальные сроки заключения – 25 лет лишения свободы. Аразов, Иклымов и Ханамов заочно, так как в это время они находились за пределами Туркменистана. Однако представители Халк-Маслахаты посчитали эти приговоры слишком мягкими и приняли специальную поправку, согласно которой приговоры были изменены на пожизненные, несмотря на то, что по Конституции Туркменистана закон обратной силы не имеет. Другими словами, человека нельзя судить по тем законам, которых не было на момент совершения преступления. Мы, представители образования, возмущены действиями этих людей. Нужно поступить с ними так, как делали наши предки. Надо закидать их камнями. И я готова бросить первый камень. Эти люди подняли руку на весь туркменский народ. Все выступающие здесь требовали для них смертной казни, и я тоже требую. В стране начались многочисленные аресты. Под стражу брали родственников осужденных, журналистов, правозащитников, то есть всех неугодных режиму Туркменбаши. С того дня прошло 10 лет. За это время сменился президент страны, но судьба осужденных по этому делу неизвестна до сих пор. Лишь однажды, еще на заре своей президентской карьеры в 2007 году, выступая в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, Берды Мухаммедов упомянул об арестованных. На прямой вопрос одного из слушателей, живы ли осужденные, Берды Мухаммедов заявил, что верит, что они живы. С тех пор, однако, никаких упоминаний о них не было. Что случилось в тот день? Кто те осужденные, которых официальные власти обвинили в покушении на жизнь президента, и почему они попали в опалу, мы попросили рассказать нам тех людей, чьи судьбы были непосредственно затронуты событиями ноября 2002 года. Шахмурадова Татьяна Александровна, супруга Бориса Аразовича Шахмурадова, бывшего министра иностранных дел Туркменистана, а затем главы оппозиционного народно-демократического движения Туркменистана, был арестован и осужден туркменским судом на пожизненное заключение. На сегодняшний день неизвестно ни о местонахождении Бориса Шахмурадова, ни о состоянии его здоровья. Нурмухамед Чаревич Ханамов, бывший посол Туркменистана в Турции, ныне председатель Республиканской партии Туркменистана в изгнании, был заочно осужден туркменским судом на пожизненное заключение. Тухбатуллин Фарид Зульфатович, правозащитник, председатель Туркменской инициативы по правам человека, был арестован и осужден туркменским судом на 3 года по статье о недонесении о готовящемся преступлении. Интервью получились довольно подробные и обширные, поэтому, чтобы донести до вас как можно больше информации и вырезать как можно меньше, мы решили разбить эти интервью на несколько частей.
Сегодня наши гости расскажут немного о себе, о том, как они пришли в правительство и в правозащиту, а также о том, каким был Ниязов в начале своего правления. Надо ли голосовать? Нет, тогда договорились, 10 минут. Я родился в городе Теджени, там же окончил 11-летнюю школу, после чего я поступил в Ленинградский институт киноинженеров, но, окончив там 2 курса, я вынужден был перевестись в Туркменистан, так как рано женился, и у меня и супруга была студенткой, у нас родился ребенок, и так как, чтобы можно было, как говорится, совместно делить долю супружескую и растить ребенка, я вынужден был перевестись в Туркменистан, и уже в Туркменистане я закончил Туркменский политехнический институт по специальности инженер-электрик. После чего я работал долгие годы в системе Каракумстроя. От рядового инженера со временем Каракумстрой стал госкомитетом, и я уже в 1991 году был председателем госкомитета. И потом же, после распада, перед распадом даже Союза, в 1991 году меня порекомендовал меня бывший мой шеф, это Чареев Атачареевич, на должность председателя Госнаба. И работая председателем Госнаба, я часто сталкивался непосредственно с самим Ниязовым, так как он курировал непосредственно Министерство экономики и Госнаб. Вначале он был таким очень привлекающий к себе внимание именно с положительной стороны. Во-первых, мы все считали, что он детдомовский, он знает непосредственно, что значит трудные условия жизни. Он вначале вроде так очень интересовался, и даже интересовался рыночной экономикой, и интересовался частным предпринимательством. И он говорил, что Госнаб он должен уделять внимание не только государственным предприятиям, но и частным фирмам, чтобы мы могли быстрее развить частную собственность и поднять рыночную экономику, внедрить рыночную экономику в стране. Но потом, в дальнейшем, буквально для этого все он, оказывается, вначале делал, чтобы, как говорится, войти в доверие народа, что ли, и даже своего окружения. И тем самым он постепенно решил избавиться и, естественно, избавиться от председателя кабинета министров и самому сесть на 2 кресла. И мотивировал он этим тем, что вот в советское время был первый секретарь ЦК и председатель Совета министров, и постоянно между ними были конфликты, чтобы не было каких-то разногласий, чтобы на преодоление этих разногласий не уходило, не терялось бы время, надо, чтобы все это было в одних руках. Вот так он преподносил, а потом, когда он этого добился, он стал постепенно укреплять, как говорится, единовластие. А почему я должен скромничать? Я как первый президент Туркменистана, может быть, плохой, может быть, не хороший, это оценка каждого, но подумаешь. Что, не нравится вам? Я Фарид Тухбатуллин, работал в Дашагозе, или Ташаус, как он раньше назывался. Закончил сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик. Несколько лет отработал в Минватхозе на отделениях в Ташаузе. Во время перестройки, когда можно было говорить про аральский экологический кризис, который, в принципе, мы на себе очень ощущали, я имею в виду жители северного региона Туркменистана, мы с коллегами создали общественную организацию Ташогузский экологический клуб, и оттуда началась моя деятельность как общественного активиста. В начале 90-х, когда Туркменистан стал независимым, я, кроме экологии, также стал работать как правозащитник. Тогда активистов, общественников было очень-очень мало, и туркменские спецслужбы буквально могли отслеживать каждого, тем более благодаря вот этим
правилам, когда выезд разрешался только по каналам службы миграции, причем это была не такая виза, как в Узбекистане, которая дается на 2 года, а нужно было на каждую отдельную поездку получать такую визу. Собственно, наверное, все эти причины и стали поводом для меня заниматься именно правами человека. Где-то в 1992 году я впервые столкнулся с туркменскими спецслужбами. Моя активность была замечена ими, и меня стали приглашать в городское отделение Комитета национальной безопасности, потому что активисты, общественники для них представляли большой интерес, так как они выезжали за пределы страны, участвовали в каких-то непонятных для властей конференциях. Режим ужесточался, и без ведома государства нельзя было ничем заниматься, и, соответственно, представители общественных организаций преследовали или, по крайней мере, пытались запугать. Борис Аразович Шахмурадов родился в Ашхабаде, окончил факультет журналистики МГУ, а также дипломатическую академию, работал в системе МИД СССР, в посольствах Советского Союза, в Пакистане и Индии. В 1992 году Борис находился в командировке в Индии. В это время в Дели приехала большая правительственная делегация Туркменистана во главе с президентом Сапармурадом Ниязовым. Бориса попросили помочь в организации встреч в МИДе, в организации пресс-конференций и продвижении материалов о независимом Туркменистане в индийской прессе. Он, естественно, с удовольствием откликнулся на это предложение, потому что многое в его жизни, естественно, было связано с Туркменистаном. Он хотел помочь, тем более он знал многих людей, которые в составе этой делегации приехали в Индию. Он активно начал помогать своим товарищам в организации этих мероприятий, после чего Ниязов пригласил его к себе и сделал ему предложение, с которым Борис, естественно, не мог не согласиться. Ниязов пригласил его поработать в туркменском МИДе и помочь в организации первых каких-то внешнеполитических акций. Я думаю, что для него это было, во-первых, достаточно престижным, это положение. Во-вторых, ему было просто интересно. В то время ему было 43 года, и работать в такой области, как внешняя политика независимого государства, безусловно, было очень привлекательным для него. Поэтому он принял приглашение Ниязова, приехал в МИД, и стал работать сначала в качестве заместителя министра, которым в то время был Абдыавезович Кулиев, а затем, после того, как Кулиев уехал из Туркменистана, его назначили министром иностранных дел. Первые годы работы Бориса на посту вице-премьера и министра иностранных дел, безусловно, их отношения с Ниязовым складывались достаточно успешно. Все было вполне нормально, в рабочем порядке решались очень многие вопросы. Ниязов прислушивался к Шахмурадову, он по ряду вопросов он даже консультировался с ним, и поэтому никаких проблем абсолютно не было. В дальнейшем эти отношения стали явно портится. И где-то к 2000-2001 году мы стали уже замечать, что пребывание в обществе Ниязова для Бориса становится достаточно тягостным. Более того, мне известно, что в это время он неоднократно просил Ниязова об отставке, но тот не отпускал его. Я думаю, что отношения Шахмурадова и Ниязова, они
осложнились по целому ряду причин. В первую очередь, если в начале своей деятельности на посту президента Ниязов еще соглашался каким-то образом прислушиваться к посторонним советам, то в дальнейшем он уже считал, что, как говорится, ему никто не указ, и он вправе поступать так, как он считает нужным. Но это не всегда решения его были адекватными.